актуальная тема. Про фитр. На днях будет закатывать фитр, и вот праздник. И у всех, конечно, первый вопрос минимальный, сколько надо платить. Ни у кого нет вопроса максимальный, сколько надо платить. Мне, который до меня здесь был, Абдулла, по-моему, пусть Аллах его бережет, он, по-моему, сказал 75 рублей минимально. Ну, здесь такую тенденцию у нас давно уже идет. Все объясняют минимально. Это минимальный. Кто может сказать, для кого это сделано? Кто может догадаться, для кого сделано минимальный потолок? Подумайте. Кто обязан закат давать? 2 шатра. Кто знает? Что мусульманина? У кого еда на 1 день. И еще что? Еда на 1 день. Имущество на сутки, даже чтобы он покушать, чтобы было. Вот его минимальный потолок это. Мы все живем с суточным запасом. Вот вопрос вам. Мы с суточным запасом все живем. У нас у кого-то даже на полгода запас времени есть. И мы тоже даем прежде 75 рублей. И у нас еще это закат от поста, чтобы наш пост очистить. Мы лишнее говорим, рыба получается, лишнее посмотрим. Тем более вы живете в городе. Здесь тем более сложно это делать, зрение свое сохранить. И не все с камня имана, как ангелы ходят. Мы это, чтобы очистить свой пост от этих прегрешностей, это одна цель. Вторая цель, чтобы эти бедные люди, которые здесь за квартиру не могут заплатить, там, молодожены, там, студенты, там, или бедные люди, которые много детей, или сироты, мы хотим, чтобы им помочь, чтобы в ближайшее хотя бы время они думали, как бы на хлеб заработать, или как бы долги отдать, или как бы выжить. Чтобы мы заплатили, и они расслабились хотя бы праздничный месяц, не знаю. А ты этим 75 рублей ты ничего не решишь. Иногда тебе ему давать стыдно, и ему брать тоже стыдно. Потому что он занят, он себя не показывает, как бедный человек, там вот так сюда глаза. Он обычный человек. Он ходит в таком же рубашке, как ты, в таком же футболке. Но у него положение тяжелое. И ты не знаешь, какое у него положение. Потому что никто не спрашивает, никто не интересуется. Каждый думает, как бы ему хорошо было. А на самом деле, в нормальном мусульманском обществе мы должны думать, кому плохо, кто заболел, кого надо поддержать, у кого долги. Я вообще не нашел это в вашем обществе, чтобы друг друга спрашивали, как дела, не душевным вопросом, а на самом деле заботясь о нем и думая, на самом деле, если у него плохие дела, сказать ему, чем я могу тебе помочь. Сколько из наших братьев таких, которые он не спрашивает дежурный, как дела, а просто на самом деле, как дела. Он спрашивает дежурный вопрос, как дела, и он отвечает дежурным ответом «Альхамдулилля». Хотя у него очень много проблем, и он может хоть 41 цен. Вот это закат аль-фитр, она частично должна быть, чтобы решить их проблемы. Кто-то приходит 3 килограмма пшеницы или риса носит. Ну да, вот несколько 10 человек ему эту пшеницу дал, сколько она накопил? 30 килограмм. И что с ними делать? Сейчас их надо еще в мельницу везти. За сколько стоит газель? Или машину? Обратно везти. Это мало. Это ему надо, что ли? У него кору тоже нету квартиры. Ничем тебе не помогем. Ты ему проблему создал, куда это пшеницу делать? А на самом деле это нужно было, чтобы проблему его решил. При пророке они финики давали, да? Ну, финики их основная еда была. Они финики воду пили 2 месяца, просто 7 месяцев, а еще воду пил и финики кушал. Это просто их пропитание было. А твоя пшеница ничего не решит. Рис тоже, она, альхамдулилля, мы сейчас ее готовим, как кашу, как плов. Она решает проблему. Но, опять-таки, чтобы было количество такое, что, вот, например, у тебя есть возможность месяц заработать $1000. Обычный подсобник на стройке зарабатывает 1000 рублей в день. 1000 рублей в день подсобник. Без этого никто не работает на стройке. Это человек, который нет образования, нет, как сказать, профессиональных навыков. Если он может в месяц заработать 20 и 25 тысяч спокойно денег, из них он может же купить, позволить себе 10 килограмм риса и от своей семьи отдать бедному человеку. Может же позволить? Не станет же он бедным. Это один день он может поработать без. Но это в год один раз. Один раз в год прояви свою щедрость. Пророк сам говорит, в одном сердце, говорит, не входит жадность и иман. Если ты жадный человек, у тебя имена нет. Вы будьте уверены в этом. В одном сердце жадность и иман не может соединиться. Это противоречие.
Пророк, когда умирал, последние его слова завещания, что Айшу спрашивал, что вот эти динары, которые у него остались, он завещал раздать их. И он падал от боли, обморок, у него температура, серьезная температура была. Когда просыпался, он спрашивал первую Айшу, что ты раздала? Она говорит, нет. То есть муж умирает, у него другие проблемы. Пророк умирает, чтобы дома не остались лишние деньги, которые садака не сделали. Он несколько раз спросил, и она говорила нет. Он разозлился на нее, он говорит, вы, говорит, этого Юсуфа, вот эти женщины, которые макро сделали Юсуфу, вот ее, их подруги выбирают. То есть такие же хитрые, как и вот эти женщины. У нас и у кого-то на самом деле, представьте еще одну картину, чтобы запомнить ситуацию. Человек, представим себе, бедный человек, у него есть на сутки еда, он взял минимальную 75 рублей, это 3 человека семьи, там 200-300 рублей, купил рис или пшеницу и пошел к бедному человеку с сиротам это отдать. Подъезжает за ним другой богатый человек на 200-м джипе, тоже это 3 килограмма ему дает. Это можно как это взять вместе? Он говорит, это же минимальное. Все спрашивают минимально. Очень максимальный кому интересно. Разве этот человек одинаково дает? Аллах в Коране говорит, который детям надо нафа оплатить, который после развода, чтобы содержать своих детей. У кого есть сия, говорит он, у кого есть возможность, он отдает по своей возможности. У кого нет на самом деле, он говорит по своей возможности. То есть тот, кто получает 10 тысяч в месяц, он может дать ребенку на содержание 3 тысячи, например. Но у кого есть не 10, а 100 тысяч в месяц, он 30 тысяч будет, а не 3 тысячи. И вот так закат тоже. У кого сам на сутки это он 75 рублей дает. У кого есть на месяц и на год запас, он соответствует этим дает. Если вы хотите очистить на самом деле просто от своих лишних слов, от грехов, и помочь мусульманам. От твоих, на самом деле, эти подачки, которые мы друг другу даем, как закат, это только этому человеку брать их стыдно. Если он нормально достойный человек. Есть другие, есть, которые просят, им разницы нет, кто дает и нужно ли давать. В любом случае, братья, я давно хотел это. Я ждал этого, чтобы кто-то в каком-то хутбе кто-нибудь это сказал. И в каждом хутбе перед этим все говорят минимальный, сколько надо платить. И чем можно платить? Финиками, там, пшеницей, рисом, можно ли деньгами. А никто не говорит, что максимальный, сколько надо платить. Все, что ты дал, там на том свете ты оставил, что он банк поставил. И никто их не ограбит, никто их не заберет. Сколько здесь оставил, Аллаху алям, куда ты их потратишь. И не всегда на благие дела. Это тема понятна, да? Мне вот уже спрашивали минимальную, вот мой ответ минимальный. Посмотри на свой карман, на свои возможности, оттуда исходи. Не надо 75 рублей, 75 рублей. Да? Человек, который слышал, так говорит, вот, а не говорят, алхамдулилlah, я вот это Аллах дал возможность вам передать. Аля аль-баллаг, Аллахума фаша. Я до вас донес, Аллах лучше свидетель нам всегда вас донес. Судный день вот так будет это отвечать. Максимальность границы есть вообще? Можешь все отдать. И достигнешь уровня Абу Бакра, Аллаху, который 60 минут все отдал. Да, именно. Умар ибн Хаттаб, если будет достичь половину. Просто из нас таких людей нет. У кого-то еще в кармане 500 рублей надо снять.